Ага. Куда-то отдельно от костра подальше. Да. Куда-нибудь вот куски сюда поставить. Я тоже смотрю. За кустик. Тут у нас Тоже ГСМ. тоже ГСМ, пила. Пока куда-нибудь сюда. Куда-нибудь туда. Давай. И как же напевал. Тра-ля-ля. Полез сюда, ставим. Выше не будем поднимать, подъем. Вот я здесь туда. Давай подъем. Кстати, самобранка. Чем-то надо было это, да? Сначала на нее ничего не поставить, чтобы не улетело. Да не, вот эти углы можно завязать. Не, она так вручную открутила. О! Вот он, батончик. Вот он, батончик. Давай, Сергей Витальевич, Ой, Андрей Викторович. за приезд. Точно. Залетели. За него сам. Нет, тут так хорошо. Так, друзья, ну что, потихоньку располагаемся. Это наш дом на 3 дня. Подняли палатку, печку уже. Сейчас все это сделаем. Сразу приготовим лагерь, потому что время нормально. 11 часов. Сейчас перекусим, пообедаем. В общем, и какие планы на сегодня, ребята? Сегодня заготовить дров сразу по максимуму. Хорошо, они здесь рядышком. Поставим дом, печечку, все приготовим на вечер. В общем, надо поставить пару сеточек небольших. Если в озеро заплывем, на живца что-нибудь может поймаем. И, ну и так там 45-ку взяли одну небольшую, там 20 метров. Может какая-нибудь рыбешка так на подножный корм, так скажем. Ну вот что, как-то оно так, ребят, красота, смотрите. Золотая осень. Правда, ветрено сегодня. Посмотрим, как 3 дня будет погода. Ну а так все вроде шикарно. Все, столик установили. Немножко разгребаем вещи. Сегодня взяли баллон у Сереги. У меня закончился 5-литровый, ребята. Так что Серега привез свой. И нормально. Поменяли шланг, ключ брали с собой.
Ох, гороховые кашки, ребята, музыкальные. Сейчас разогреем. Сейчас, может и гречку сюда уже, нет? А слушай, давай. Что нам мелочиться? Что тут одна баночка детская. А потом вечером что-нибудь приготовим серьезное. У нас корячок, ребят. Кашку гороховую с гречневой сделали. Ну-ка. Сейчас пообедаем. Отлично отобедали. Так, перекусили. Ладно, что, погоним сразу, наверное, попробуем заплыть в озеро. Закинем сеточку. Потом приедем, палатку поставим, дров напилим. Ну, короче, так, ребята. Сегодня день заезда, он такой. Ну, естественно, вечером это рыбалка по налиму. Банка червей есть у нас. Ну, прошлая разведка показала то, что много мелочи еще клюет и надо миножку. Ну, у нас, ребят, есть миножник с собой. Заезжали в деревню, взяли миножник. Вот. Не знаю, ну это, наверное, на завтра. Сегодня на черве постоим. А завтра утром проснемся. Серега, может, там джиговать поедет. Копанем миножек и уже поставим на миногу. Там уже все. Забросил, уже не переживаешь, что там. Мелочь, не мелочь. Если зазвенело, значит, все, друзья, забрались мы в озерко. Палочки тут уже стоят. Так что привяжемся к старым палочкам и нормально будет. Да, вот так потихоньку, Серый. Лучше потихоньку. Сеть, кстати, тоже должна не натянута быть, по сути. Должна такая слабенькая быть. Тогда, говорит, рыба лучше идет. Ну все. Отлично. Дом, милый дом. Красота. У нас-то Серега, ребята, мастер еще. Смотрите, вертушечки делает. О, какие. Это Серега сам делает. Вот такие вертушки. Разные. Привез. Вон такие маленькие. Харюзовые, Серые. Отличные. Харюзки. Вот на харюзы в самый раз, блин. Четко. Молодец. Молодец.
Первый раз в этом году печку. Все, начинаем отопительный сезон. Ага, Да, Серега? точно. Да, я тебя обруби. Перчатку надо было одеть. Начинаем отопительный сезон. В прошлом году резали, да, выросло бы. Да, это быстро здесь. Куда? Куда так, куда? Красота! Спальник не поднял ковриком? Нет. За ножом ходил. Все, ребята, хижина готова. Нормально. Так, крутили, здесь кочки такие, неудобно. В общем, сделали опять же также выход на реку. Ну все, печку уже установили. Так, занесли коврики. Тут столик у нас будет маленький. Нормально, отлично. Че? Краска еще. У меня-то уже все. Ну, так у тебя сколько уже? О, видишь, сразу пошел. Пошла жара. Да не мельчи, пополам не хорош. О, сюда больше. Дрова-то есть там? Да. Просто поют. Поют. А как пахнет, чувствуешь? Ага. О, смотри как. Что там у тебя, Серый? О, вот тебе чайник подвесим. Ага, молодец. Все. Правильное решение. Так смотри, вот эти два на это, на крючок, а сюда ручку. Все, вот. Делай вещи.
Опа. Ну все, ребята, порядок. Вот теперь по хозяйству порядок. Да, Сергей Витальевич? Ага, ну да. Теперь уже можно спокойно ждать ночь, не переживая. У нас дождь, кстати, замокрил, друзья. Дождик. Ну и красота. Все. Ночи теплые вроде, там что-то 7-8. Может 5-6. Порядок. Разбили дров на костер. Ну так, пополам, чтобы меньше горели. Ну и на палатку тоже заготовили. Все шикарно. То бишь у нас основные дела на сегодня сделаны. Сейчас потихоньку буду готовить доночки, разматывать по берегу. А уже ближе к сумеркам начнем забрасывать. Как-то оно так, братцы. Сейчас что-нибудь перекусим. Кстати, забыл, там же Алена Сергеевна нам вкусняшку в контейнер положила. Приедете, говорит, пока некогда будет. Приготовите, согреете. А мы что-то тушенку разогревали. Ладно, сейчас перекусим. И Серега там джиг будет перебирать что-то. Может, вечером поджигует. А я доночками займусь. Я за доночки, ребят, топлю. По-любому. Сегодня взял ведро, ребята. И здесь у нас мясо, овощи, картошка, лук. Ну, Алена Сергеевна же нам сделала картошечку, ребята. Вчера на ужин, пока собирались, а потом говорит, забирайте с собой ее. Столько ос, вообще жесть. Ребята, с курицей. Сейчас как разогреем. Нормально. Сергей Витальевич. Благодарю. Телевизор, С Сашкой Козыковым. Как он? Шла как-то на фе, по-моему. Решала. Короче, давно это было. Подхожу, у него на катере стоит аппарат. Такой примерно экран. Я говорю, о, сколько вот такой аппарат стоит? Это Саня сказал, 300 штук или что-либо. Это прикинь, да, вот катер зарядить, да? Это там мотор, допустим, там повесить полтинник или 70. Короче, 80-ка. ляма 2, короче, надо. Вот так. Может и больше. Ребят, ну что, начнем немножко приготовочку. Червячки, доночки. Червячки, доночки. Покушали картохи. Дождь, ребята, у нас моросит, блин, ё-моё. В прошлый раз, ребята, у меня тут оставались палочки. Опа. С них же и начнем. Как я и сказал, сегодня на червя, ребята, завтра попробуем миножик ковырнуть. Попробуем миножик ковырнуть. Раскидаюсь. Опять надо с вечера окунь, наверное, будет хулиганить. Посмотрим. Опа. Налим Никодим, ребята. Будем ждать, смотреть. Ну, по всем понятиям,
от местных и вообще соцсети как бы молчат, что налим еще не берет. Налимяха еще не берет. Но я знаю, что, ребята, сегодня, завтра, послезавтра, через неделю он начнет брать. Он все равно, зараза, начнет. Тут у меня доночка с одним поводочком. Так, без фанатизма пока. Червей поэкономлю, потому что, может, завтра и не найдем минок. Ну, вода хотя нормальная. Небольшая. Найдем. Есть контакт. Вчера, ребят, кстати, перед рыбалкой перебрал все донки. Вечерком сидели с Серегой, когда все готово. Люблю, когда поводочки все нормально, не путаются. Новые крючочки. Потому что одна поклевка может решить, ребята, рыбалку. И надо уверен быть в каждом поводке. Он бывает... Тут смотришь, этот хороший поводок, а этот такой что-то крючок туповатенький. Должно быть вот так. И тогда уже знаешь, что... А вдруг какая-нибудь рыбка хорошая. Вот в прошлую разведку у меня же была поклевка четкая. Исход, к сожалению. Вот и неохота, чтобы такого было. Стараешься, чтобы было все огонь. Опа. Ну все, ребята, заканчиваю расставляться. Дождь, блин, зарядил, ё-моё. Хотели побалдеть сегодня вечерок, ночку у костра. Блин, даст, не даст, а? Злодей. Но обещали дождь, да, вопросов нету. Дождь обещали. Так что тут как бы жаловаться нечего. Есть у нас дождевики. И все есть. Так что, если что, в палатке будем сидеть, также будем ходить, перезабрасывать. Далеко кидать не буду. В прошлый раз что-то далеко кидал. Сейчас посмотрим чуть поближе. Воды нету. Зашли, ребята, в озеро. Вот 30-очка наша. Ну тут возле травы вон окунек гуляет. Несмотря на дождь, решили все-таки выехать, проверить. Ну, 2 сетки, ребята, 2 рыбки. В общем, нормально. Ну, одну Серега упустил у нас окунька. Окушки, ребята, ну такие хорошие. Хорошие окуня. Специально ведро взяли, чтобы мало ли живец мелкий. Так, что, куда? Да вон сюда куда-нибудь. Рядышком. Ну, в садок, ребят, что, в общем. Начало есть, как говорится, нечестно, базара 0, но осень. Вот это садок у Сережи серьезный. Давай, запускай аквариум.
Блин, щелку, ёп. Вот это попали, ребята. Зарядил капитально вообще. Короче, перетаскали быстро вещи. Ну, продукты там, что такое самое необходимое, что самое серьезное. Нормально, вроде успели. Все. Нахрен. Закрываемся. Все, зарядил. Хорошо, вот дрова сухие, вот все занесли сразу. Нормально. Самое главное, что вот успели. Сейчас будут этим заниматься делами, правильно, Серый? Ну да. Вот тебе то и говорю, давай лучше сначала все сделаем. Все уже сделали. Ну, потому что это осень. Осень, детка, блин. Так и есть. Блин, нужно спали. Загнала, ребят, непогода нас в палатку. В общем, плиту мы не стали ту поднимать. Достану подарочек. Будем готовить на ней. Опа. Да, вот эта погодка, ребята. Погодка страшная, конечно, встретила нас, блин. Что-то все потихоньку, потом как дало, блин. Ну, держи, Андрей. Ага, спасибо, Сергей Витальевич. Ну, сейчас вот сковородочку установим. Нарежем колбаску. Яишенку пожарим с помидорчиками, ребят, со своими. Ну. Сейчас решим вопрос. Газ у нас помимо портативного у нас газа много. Так что нормально. Достали еще лучок, ребята. В ведре был, блин. Пришлось все загасить. Все это дело. Короче, сейчас басявую сделаем. Настоящую. Как должно быть. По-пацански. О, басявая будет. Сергей Витальевич. Да, Андрей Викторович, я Который- думаю, что все будет в лучшем виде. Самое настоящее. Дядька у меня любил такую яичницу, кстати. Ну да. Сегодня, ребята, вот как-то так. Нас ночь достала. А планы были совсем другие, конечно. Короче, ну сейчас местами что-то он утихает, да, Серега? Потом опять волна такая. Ну, короче, на всю ночь. Вообще. Чайник у нас на плите. Сейчас зарядим термосы. Термоса 2 зарядим. Покушаем. Яички так, что у нас коряк. Блин, ну тут надо мыть картошку, там что-то туда-сюда, суп что-то. Решили, короче, так. Короче, завтрак у нас, в общем. Это плановый это завтрак. Поздний завтрак. Да. Ну ничего, сейчас покушаем. Выйдем на улицу, посмотрим обстановку. Время-то на самом деле, ребята, еще детское. Если быть точно, 7 часов ровно. Да, на улице темень. 7 ровно, а на улице, ребята, вообще кошмар.
Пойдем перезайдем. Конечно, Серега будет помогать. Давай, да, Серый? Прокидаем. Ну, потом часиков 9 спустимся, потом часиков 10, вот так. Насколько хватит вообще нашего сегодняшнего настроения, так скажем. А завтра... Все зависит было от того, если вот бот сейчас, допустим, выходы. Ну, это да, это понятно. Если сейчас пройдемся по-любому-то ничего не будет. Потом ближе к 9, вот посмотрим, если будут реально попадаться налимчики. Может, какие-то. Ну, ждем выхода, ребят, потому что, ну, на деревне не клюет налим пока. Я все курсирую, я же налимятник, ребята, я все там, кто на связи. Выше, ниже по течению. Пока тихо. Такие шнурки пару попадались, ну, как и у меня. Так что этот. А завтра у нас что? Ну, планово. Завтра планово. Завтра вот день будет как раз посвящен вот именно рыбалке. Минога, джигу. Короче, посмотрим. Не знаю, что. Будем загадывать, потому что мало ли может дождь, да, Серый будет идти. Что, куда там, какой джиг, блядь. Ну, можно полчаса там, конечно, посидеть там в дождевике, ну и все. Потому что дождь, ребята, реально, ну вот он сквозной. Он вроде мелкий, но сквозной, еще порывистый, блин. Ну, вроде что-то немножко, а уже все сырые, блин. Даже дождевики как бы этот вовремя не одели, а уже все сразу прострелили. Ладно, Серега рубает, смотри, не ждет меня. Да. Андрюха, ты рассказывал пока байки. Пока байки, короче, травлю. Ну, в общем, все, ребят, что, приятного аппетита. Кто за столом, кто ужинает с нами. Мы поищем. Что, Серый, нормал? Лук попозже немножко достали, надо лук изначально доставать, ну, жарить. Лук, потом помидоры, потом колбаса, потом яйца. А у нас чуть-чуть наоборот. Ну ничего. Витамины, ребят, надо осенью, вот она есть. Огурцы, помидоры, лук. Когда вот все это с огорода надо есть, ну, витаминов набираться, реально. А зимой там на макаронах, там что-то на заготовках. А пока свежее, это надо есть. Это же все с огорода, только с огорода. Да, Серега? Да. Точно так, братцы. Точно так. Ай, бля. Новый чайничек, да, Сергей Витальевич? Да. Решили ребята выскочить, перепроверить доночки. Ну а что, как быть? Как-то надо быть. Дождь идет. Успокаивается, блин, зараза. Водочки нормально все у нас, вот барказики. Нормально. Лесвой только засыпает, конечно. Сейчас перепроверим. Время, в принципе, к налиму уже. Костерок уже тоже, ребята, подтухает. Да, он нам, в принципе-то, и не нужен сегодня. Вон он, Серега. Ага. Засранец. Блин, огроменный. Оставь его на живца. Да не, куда, я же не заброшу. Я же тебе не продольник. Ой-ой-ой, тихо, брат. Давай, домой. Деда зови. Да. Вот это налим, да, Серега? Если сказать, что это налим. Да. Смотри, здесь уже в ямке, видишь? Тут уже поинтереснее. Давай, добавляемся. Мне кажется, добавимся. Потому что... Ну, яма, чё. Здесь они местные, здесь эти налимчики, там они стоят. Они там живут.
Ну, есть маленькие налимчики. Это радуется. Значит, большие их сделали, правильно? Ну да, логично. Логично? Логично. Ты там что-то зацепил? А? Тудонку зацепил? Не? Что за вертолет? Нифига себе. Видишь, какая-то. Смотри, плотва. Ага. Еще и забагрилась, смотри. Ну да. А что она такая какая-то пузатая, неприятная? Толстая, да? Смотри какая. Ага. Ну, Плотва на- она какая-то непонятная что-то. Плотва на точке и, короче, этот заборилась. Давай я ее, что, садок. Уже пузо пропороли. Охренеть, блин. Сегодня погода нас застала врасплох так. Ну, нежданчиком прям. Ну, как бы, не то, что нежданчиком, как бы планировался дождь, но не думали, что такой он прям мощный будет. И вот сейчас периодически он то крополит, то не крополит. Ну, я рад, то, что уже печурка, ребята, ну, на взводе. Не знаю, прям радоваться этому или нет. Когда уже печка начинает в палатке жужжать, это уже значит скоро зима. Даже с одной стороны, как будто и скучно становится. Ну, возле печурки тоже приятно посидеть вот так. Вот как сегодня даже у нас вот так все раскидано, мы просто закинули и не хотим ничего делать реально. Сегодня не будем ничего делать. Завтра с утра беремся, да, Сергей Витальевич? Да. Наведем порядки. Здесь, если что, здесь сделаем какую-то кухню. Ну так, на крайняк. Сегодня было не до этого. А завтра там на крайняк кухню какую-то сделаем. Потому что у нас газа много, у нас много приборов. Вот, и завтра от планово по миножке. Ну, Серега покатается, может, поджигует. Там есть пару точек хороших. Окунь должен быть, с одной стороны. Но я все-таки жду налима. Прям специально не брал. Хотя, ну, собирался и видел спиннинг, ребята. То, что он у меня на глаза попадается, но не хотел брать его специально. Потому что хочу все-таки ждать налива. Ну, не знаю, я, может, один из поселковых, который остался вот реально таким еще заядлым налиметником. Не знаю, вот никого не вижу, никто не стоит, просто там где-то ставят, так на ночь уезжают, но никто не ночует. А раньше вот это было модно, я не знаю, с отцом еще помню ходил и столько костров было постоянно, ну это налиметники стоят, ждут налима. А сейчас почему-то, ну, наверное, проще сейчас купить, наверное. Ну, с одной стороны, так и есть. Этот бензин, это там продукты те же, там какой-то там весь шмурдяк, вот это все там, это масло, это же все, если посчитать, ну реально сейчас проще, надо вот просто сидеть дома на печи и купить просто рыбу там. Наверное, так и было. Раньше же такого же не было. Ну, с другой стороны, это романтика. Этого многие не могут понять. Это тяжело понять, по сути. Вот. Бывает, так замотаешься на рыбалке, так бывает, так крепанет тебя рыбалка. Сколько я попадал и замерзал, и не получалось, и ломается что-то там еще, и приезжаешь домой, и весь такой просто, ты не отдохнул, а ты просто весь на взводе, потому что так очень сильно устал. Но проходит какое-то определенное время и тянет обратно. В тайгу, в лес. Это так. Сергей Витальевич? Да. Да. Так и есть. Вот и опять дождь пошел. Слышь, да, Серега? Начинает. Морох какой-то. Мороз начинает опять. Опять начинает. Ладно. Через час пойдем, проверим. Уже меньше, через 40 минут.
Не знаю, что тут поели, как будто наелись, не знаю, что делать, Серега, карты будем играть? Дорогая, опять хочешь остаться, нет? Не интересно. Нет, да. Понятно. Ну, как-то так. Пойдем минутку купать. Миногу? Ночью, да? Да? Ну да, чего бы нет, можно и ночью, в принципе, фонарики есть. Только желания нету, такой дождь, ребят. Палатки уже все-таки тепло. Палатки такой раскумар. Так, тепло. Да, да, здесь реально, здесь никак вот здесь построить. Здесь реально кумарит. То, что тепло. Ну что, ребята, 10 час, решил пройтись, прогуляться по доночкам. Опа! Серега спит. Что-то, короче, Серега ушатало. Не знаю, по сну прям. Я, говорит, устал, что-то не знаю. В общем, посмотрим, все нормально, лодочки на месте. Стол пришлось так оставить, блин. Ну а что поделать. Завтра вроде погода, ребят, будет налаживаться. Посмотрим. Что-то подзвенькивает, ребята. Кто-то что-то подзвенькивает. Опа. Вроде налимчик, ребята, или окунь. Кто тут у нас? Вот он, ребята, злодей. Мелкий засранец, блин. Тихо, братик. Тихо. Тихо, 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 тихо. Опа. Давай, брат. Давай домой. Засранец. Вот тут окунь попадался. Окунь попадался. Точнее, ёрш. Ну, понту нету, ребят, сейчас. Крупного налима нету, так что эта тема не сработает. Мелкий налимчик. Все-таки вышли они. Ждал, пока дождь закончится. Но мы воду будем перезабрасывать. Фига себе, какая-то леска, ребят, выехала. Смотрите. Может, прошлогодние мои обрывы здесь были. Сопляжуй небольшой. Ух ты, ребят, какая-то борода, смотрите. Вот такого бывает. Петелька такая, травинка какая-то попадает и, в общем, донка вообще не заброшена была. О, жесть. Ребят, смотрите, какой налимчик. Ё-моё. Вон они, ребята. Вот они в ямке живут. Получается. Давай, братик. Не попадайся больше. Давай, брат. Газуй отсюда. Газуй домой. Какая-то рыбка, ребята. Очередной засранец. Очередной засранец. Ну вот потихоньку начинают, ребят.
а не выходить, конечно. Стой, 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 стой. Мелкие, конечно, блин. Засранцы. Ну это вот только признак, что только-только начинается рыбалка по налиму. Давай, брат. Вот такие змеенки там ходят. Надеюсь, нормально все. Подлещик, ребят. Ладошный такой. Подлещик. Ляпка. Ладно, отнесем садок. Ну все, ребят, перепроверил. Забыл, правда, грузила поводок. Между оборвана одна. Ну, в ямке, короче, налимчики мелкие, а здесь мелочь. Вот эта густерка, подлещик вот этот, который не секется на этот крупный крючок. Более такой налимний уже, который. А в конце 3 налимчика небольших и подлещик получается. Темная ночь. Вообще темная. Вообще ни хрена не видать. Но ветерок, ребята, радует. Может, сейчас растащит. Хорошо будет. Завтра будет хорошо.